Благослови владыку. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Пока здесь белые пустые стены, без икон. Алтарную часть тоже еще предстоит сделать. Но это никак не мешает проводить богослужение уже сейчас, отмечает отец Владимир. Тем более жители давно ждали такое место. В старом храме службу сегодня не проведешь. Чтобы с чего-то начать, под молельный дом переоборудовали бывший ФАП. Мы, конечно, очень рады были, мы обрадовались, мы долго ждали этого момента, когда у нас будет открытие храма. Конечно, это наша история, мы все и детям мы объясняем, и как бы все жители, все ждут. А неподалеку возвышается старый храм XIX века. Имеет 2 этажа и 3 престола. Рядом когда-то была даже школа церковно-приходская, где учились местные дети. Но в 1929-м советская власть решила вмешаться в дела церковные. Последний настоятель храма в 1940 году исчез, пропал. Он был неоднократно арестовался, отец Василий Распутин. И в 1940 году исчез. Он, к сожалению, вот, и судьба вот, и его жены также неизвестна о ней. Детей у них не было, и поэтому вот, церковный род священнический прервался. Ну, тем не менее, память сохраняется о них, как и память о многих священнослужителей Республики Коми, и новомучеников, и исповедников. Поэтому вот и храм, который в поселке Ляли, храм-часовня, назван в честь новомучеников и исповедников, в земле Коми просиявших. Потому что здесь земля действительно полита кровью мучеников. Здесь и Кутовский монастырь, где находились священнослужители, и митрополит Одесский находился тоже. Как и многие другие церкви, Богоявленский храм замер. Многие иконы сожжены, но часть десятилетий люди тайком хранили в своих домах. Сегодня одну такую можно увидеть в местном краеведческом музее. Еще одна имеется в подворье Кылтовского монастыря в Сыктывкаре. Причем это известная икона, мироточивая. А это старое, уже стертое от времени святое изображение принесла прямо сейчас вот эта женщина. Найдена была икона в этом храме, в нашем храме. Вот, дети нашли уже под слоем кирпичей. В советские годы здесь устроили склад, хранили зерно. Житель Ляли Леонид Игошин тогда был еще ребенком, но хорошо помнит некоторые моменты. Там молотили зерно, да, все чистили. Внутри все было забито. И мы заходили, боженьки, все были целые. Иисус Христос, все боженьки, все. И туда, где поп заходил, вот так, в алтарь назывался, такие золотые ворота, я маленький-то ходил туда-сюда. Они работают. А я там посмотрел, все было целое. А потом все начали рушить, и такие были люстры огромные. Кувалдами били, вот разбивали все, топтали, ну, лишь бы все сломать. В 90-х годах храм был еще в неплохом состоянии. Косметический вид поддерживали, штукатурили, красили, стирали надписи. Сегодня Святой Дом вот в такой разрухе. В ноябре 2019 года на пожертвованные средства удалось сделать гидроизоляцию в 2 местах провалившейся крыши. Недавно купили профнастил, цемент и кирпич, чтобы закрыть пробоины кровли основательно. Еще бы окна поставили, чтобы вовнутрь вода не попадала во время дождей. Только вот средств не хватает. У местных жителей есть немало легенд. Когда-то Ляли был большим населенным пунктом, располагался на обоих берегах реки Вымь. Тогда здесь стояли 2 часовни, которые ныне утрачены. Якобы в одной из них в 1939-м ночевал будущий маршал Великой Победы Константин Рокоссовский. Он был репрессирован и шел с этапом в Княжпогост. Еще одно поверье, которое передают из уст в уста. Это про юродивого, который еще до революции предсказал, что Успенский храм Серегова будет разрушен, а Богоявленский в Ляле достоит до 2-го пришествия. Отец Владимир не сомневается, так и будет. Елена Кононова, Владимир Кривцун, телеканал Юрган, Княжпогостский район.